надо, чтобы правильное понимание религии, правильное понимание Корана, правильное понимание изречения пророка, алейхиссалям, это путь в рай. Рай уже существует, нет никакого сомнения в этом. Рай уже Аллах создал, не надо его создавать. Ад тоже создан. И в раю там будет вечная жизнь, никогда больше не будет там смерти. Вот Аллах какой милостивый нам. Создал нас в этой жизни, шанс дал, шанс, что мы в этой жизни заработали вечный рай. А что такое вечный ад? Это страшно. Это если так задумываться каждый день, если думать об этом, представить, пусть Аллах сохранит нас от этого, там будет вечная, бесконечная жизнь в аду. Никогда не закончится. И адский огонь не как паровозная топка, а огонь он черный там, как ядерный взрыв. Огромные тысячи градусов. И вот там человек реально будет мучиться. И если человек умер без веры, то обречен он на вечные муки. Там никогда не будет смерти, никогда не будет облегчения, будет бесконечное мучение. Пусть Аллах сохранит нас от этого. Вот о чем надо думать, дорогие. Сохранять себя от этого. Поэтому пророк, алейхиссалям, сказал: «Талябуль илм фаридатун аля кулли муслим». Стремление к знаниям – обязанность каждого верующего мусульманина. Вы все по происхождению мусульмане, только осталось только приобретать, укрепить свою веру знаниями. Знания, знания, знания. Не просто через интернет. Интернет не наш учитель. И брошюрки не наш учитель. А наш учитель кто? Святые люди, благочестивые, скромные, высоконравственные, глубоко познавшие тонкости религии. И они не показывают себя, что они такие вот святые. Наоборот, эти люди, они стесняются даже, что они святые. Стесняются других. Вот от таких учителей будет благословение, будет польза, иншаллах раббил аламин. Вот так наши предки всегда ходили на такие знания, чтобы преодолевали сотни километров в стужу, в зной, в дождь, преодолевая какие-то опасности. Вот. Зверь может напасть, волк или медведь. Вот они шли все равно. Один только вопрос религиозный – узнать у учителя. Вот такие предки наши были. А сейчас у нас в кармане медресе. Вот человек изобрел. Аллах дал человеку разум. У человека разум есть. И все это находится на земле. Это полезные ископаемые, редкоземельные. Человек нашел это, изобрел. 150 лет назад, если рассказать, что вот так будем, весь мир связан с этим штукой, скажет, что вы в сказке рассказываете? А человек это нашел. А это уже написано на скрижали, что человек изобретет это, уже написано там, на небесах. Аллах всезнающий. Знает все, что было, есть и будет, и все, что не было, и все, что было бы, и как это было бы. Аллах все знает. Ничего, Аллах, нет такого, чтобы Аллах не знал бы что-нибудь. Потому что Он сам создал это все, сотворил. Поэтому, когда Аллах создал Адама, тогда ангелы спросили: «О Аллах, Ты создал этого раба, и его потомки будут совершать нечестие на земле, будут проливать кровь». Почему они спросили не просто там как осуждать или выражать свое возмущение, а именно хотели интересоваться. В чем мудрость, что Аллах создал его? Потому что раньше были джинны, до создания людей джинны уже были, они совершали грехи, и Аллах наказал их, уничтожил за совершение грехов. Поэтому ангелы спросили: «О Аллах, Ты создал рабов таких, что они будут совершать грехи? В чем мудрость тогда?» Они спросили. Тогда Аллах сказал ангелам: «Воистину, я знаю то, что вы не знаете, скрыто от вас». И когда Адам, алейхиссалям, был создан, и Всевышний Аллах, Дух его создал,
И когда душа вошла в тело Адама, дошла до его головы, он сказал «Альхамдулилляхи». Вот когда мы чихаем, может быть, у бабушек слышали, у дедушек, они чихают, говорят «Альхамдулилляхи», хвала Аллаху. Вот, например, если вы своих предков когда-то слышали об этом, еще бабушек своих, дедушек, они говорили «Альхамдулилляхи», когда чихали. Это сунна деяний Ибрагима, алейхиссалям. Он первый сказал, выразил благодарность Аллаху, сказав «Альхамдулилляхи», то, что Аллах дал ему жизнь. Уже он был живой уже. И Аллах Всевышний научил Адама, он разговаривал на 1000 языках, владел 1000 языков. Но в основном он разговаривал на древнеассирийском языке. Это арамейский, ассирийский язык. На этом языке был ниспослан и Евангелие, Инжиль на этом языке был ниспослан. И Аллах дал ему знать название каждой вещи. Что значит каждой вещи? Он знал имена каждых животных, каждых насекомых, каждых птиц. И тогда Аллах Всевышний дал знать ангелам: разве я вам не сказал, что я знаю то, что вы не знаете? И тогда Аллах Всевышний задал им вопрос: вы знаете название этих вещей? Тогда ангелы сказали: Господь Бог, ты причист от всякого творения Твоего. Мы знаем только то, что Ты нам дал знать. И поэтому ангелы были удивлены, когда Адам, алейхиссалям, у него столько знаний были. То есть Аллах дал человеку разум. Человек разумный. И человек, верующий человек, он великий человек. Звучит велико. Мужчина это или женщина, поэтому относиться к человеку надо с уважением. Жена это или это муж, это все мы дети Адама. И если муж-жена, поженились они, это же милость Аллаха. Каждый из нас нуждается в еде, мы кушаем, нуждаемся в питье. Также нуждаемся в чем? Аллах так создал нас, мы не ангелы, ангелы бесполые они. Они ни мужчины, ни женщины, нет у них желаний, как у нас. Они не кушают, не пьют, не женятся и так далее. Но мы нуждаемся в противоположном поле. Женщина нуждается в мужчине, мужчина нуждается в женщине. И Аллах милостивый разрешил нам быть вместе, как? Через никах. Чтобы не совершать грехи зина, прелюбодеяния. Это страшный грех. И когда они женятся, и если оба верующие, нравственные, из хороших семей, то им родители дали этот бесценный дар. У них есть база такая, они имеют культуру, нравственность. Значит, что такое культура, нравственность? Значит, они проявляют заботу друг о друге, переживают искренне друг о друге. Вот, искренне, без лицемерия, без показухи, без обмана. От чистого сердца проявляет милосердие, сострадание к своему ближнему противоположному полу. Как Аллах сказал в Коране: о верующие, люди, мужчины, воистину Аллах создал из вас же самих ваших жен. Поэтому она как наше тело. Мы заботимся о своем теле, также о ней надо заботиться, как наша частичка. Поэтому если в семье проявляется это, забота друг о друге, взаимопонимание, взаимопомощь, мужчина старается зарабатывать халяль, чтобы прокормить, обеспечить свою супругу и переживает за нее. И она, соответственно, тоже ждет его дома с работы, ждет не дождется. И вот если эти такие у них появляется забота друг о друге, сострадание и милосердие, то Аллах посылает им милость. У них появляются особые чувства, не так, как у животных. Как, например, вот как люди бывают же, да, просто посмотрел на красивую женщину, уже возбуждаются, как животное, инстинкт. Нет, это совсем не так. А появляются человеческие чувства между ними.
Вот. Это называется любовь. И эта любовь, если Аллах посылает им эту милость, то эта любовь никогда у них до конца жизни, они будут вот так. Даже пожилые, по 70, по 80 лет, они будут любить друг друга. У них чувства эти, наоборот, только будут увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. Вот что такое любовь. А когда и дети в этих семьях воспитываются, они становятся развитыми, высоконравственными. И по милости Всевышнего Аллаха, они, потому что оба верующие, Аллах дает им благочестивых детей, не пустых. У нас говорят «мэгнесис бала». Есть же такое выражение «мэгнесис бала». Пустой. Нет от него никакой пользы, ни отцу, ни матери, только страдания. Человек пустой. Вот. Хотя он и красивый внешне, вот, привлекательный, но когда слушаешь его, он совсем некрасивый оказывается. Он говорит всякой глупости. Вот такое тоже бывает. А это тоже, как это причина есть. Как сказал Абу Бакр ас-Сиддик, кто начал свою жизнь супружескую против Аллаха, то есть с прелюбодеянием, без никаха, то Аллах посылает им в виде наказания таких детей. От них только будут родители страдать только. А если в семье, альхамдулиллахи, царит вера, есть, богобоязненные они, соблюдающие, милосердные, сострадательные друг другу, то в этой семье этот дом называется, в котором хочется жить. Муж быстрее идет домой, место его успокоения, его супруга. Вот. А она ждет, не дождется, и его тоже ждет, не дождется, это место тоже ее успокоения. Вот это будет им милость Всевышнего Аллаха. И никогда, они никогда не разведутся, они потому что богобоязненные, как наши бабушки, дедушки, знаете, до преклонного возраста они жили вместе, вообще разводов не было у нас, у татар, древних. Сейчас вроде все есть у нас, субханаллах, и шикарные квартиры. Но это не повод, чтобы быть счастливыми. Если живет в шикарной квартире, это не означает, что они там будут счастливыми. А бывает, люди живут в скромных домах, в деревнях жили с соломенными крышами, а были счастливые. Всю жизнь прожили в любви, в согласии, и дети прекрасно у них появлялись. Альхамдулиллах. Вот так вот наши предки. Вот поэтому и величие нашего татарского народа в этом заключается. Были глубоко духовные люди. Поэтому, что я хотел сказать вам, вот это вот про переводы эти. В Коране есть аяты прямые по смыслу, и аяты иносказательные. И тоже в чем тут мудрость. Это тоже будет ибадат, благодарность Аллаху, а не просто так небрежно к этому относиться. Советую вам получать религиозное знание из уст учить, из уст в уста. Альхамдулиллах, у нас сейчас возможностей много. Есть даже через телефоны. У нас это вот сейчас вот в московском муфтияте сейчас, я тоже там служу с Альбер Хазратом, так как вы, наверное, не раз там бывали на ифтарах, это на Пролетарской. Вот у нас там вот сейчас идет работа, вот, у нас есть там учителя, преподаватели там по субботам. Есть у нас еще от Духовного собрания мусульман, есть еще в одном месте там тоже наши там преподают. Это метро Тульское. Вот ваш сегодня вот организатор Руслан был там как раз. Вот мы с ним там беседовали, познакомились. Вот там тоже находится наше там заведение. Вот в свободное время можете уделять хотя бы раз в неделю или через телефон. У нас есть приложение в телефоне, телеграмме. Откройте «Наследие ислама». Там вся информация там. Самые лучшие рабы Аллаха – это богобоязненные. Будь то русский он, или будь то татарин, или араб, или из других национальностей. Но самые почетные рабы Аллаха – это богобоязненные. А кто такой богобоязненный? Это человек, который получил минимальные знания по религии. Минимальные. Я не говорю уже об ученых. Это ученая степень, это особый дар.
Не каждый человек способен быть ученым в исламе. Это мало. Но были когда-то их было много, их очень. Это особый дар Аллаха, как Абу Ханифа. Вот представьте себе, у него какая была степень почетности, что он за одну ночь Рамадан, весь Рамадан прочитывал 60 раз Коран. Представьте себе. На одном кияме, вот стояние у нас есть, в намазе мы стоим, вот стоя он прочитал весь Коран полностью, от Фатиха до сура Ан-Нас. Там сколько страниц, там весь Коран вот так вот читал. Какие были люди? Это означает, что у них было особый керамет. Это такое явление. И как мы говорим, муджизатуль анбия, кераматуль аулия. Это чудеса были у пророков, а кераметы были у святых людей. То есть необычное явление. То это о чем говорит? Это о том говорит о том, что эти ученые, они наследники пророков, они безошибочно, без искажения учили людей знаниям, которые полностью достоверно передавали пророки. Вот это ученые. И они бывают разных степеней. Поэтому сказано в Коране Карим, самые лучшие рабы Аллаха, почетные, это богобоязненные, которые на основе хотя бы минимальных знаний, они эти знания применяют в своей жизни. То есть соблюдают повеления Аллаха, они беспрекословно все фарды выполняют то, что Аллах повелел, и борются со своим нефесом, своим эгом, скажем так, своими желаниями, сохраняют себя от грехов. И самый распространенный грех – это какой язык, откуда идет от нашего языка, который без костей. И самый распространенный грех – это сплетни, или гайбе называется, то есть рассказывать о брате, о сестре мусульманине то, чего ему не нравится, или перед ним, или за его спиной, о его недостатках. Вот, и прилюдно. Вот это считается большим грехом. Большинство людей из-за своего языка попадают в грехи. Поэтому эти богобоязненные, они сохраняли свой язык, сохраняли свои органы от греха. Вот. И, конечно, кроме этого, они совершенствовали свою культуру высокой нравственностью. Как нам Рустам задал вопрос, как люди принимают ислам. Во-первых, если Аллах закрыл сердце у человека, то никто, ни пророк, никто не сможет его ввести в религию, если Аллах закрыл ему сердце. Пример. Это дядя пророка, Абу Талиб. Он очень любил пророка, опекал его, защищал его от язычников. Даже еще маленьким ребенком он был, всегда находился с ним, помогал ему. То есть как пророк, мы говорим, он же был сиротой. И после того, как дедушка его умер, взял на опекунство его дядя Абу Талиб. Он очень добром к нему относился, помогал ему, заботился о нем, знал, что он пророк, видел много чудес. А самое великое чудо какое, когда пророк вознес молитву, и луна разделилась напополам. Язычники не поверили этому, сказали, это колдун. Или что-то такое он сделал непонятное. Не поверили. И потом путники шли с караванами, дошли до Мекки и сказали, мы тоже видели, что луна, удивительно, луна пополам раскололась и разделилась. Это одно из грандиозных чудес. То Абу Талиб видел все это и знал, что он пророк. Но сколько раз пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, попытался его, чтобы он стал мусульманином, оставил свое язычество. Даже в последние минуты жизни пророк, алейхиссалям, заботился о нем, говорил, прими ислам. Он что сказал? Я беспокоюсь, что женщины из племени будут про меня плохо говорить. Я не хочу оставить, сказал, путь своих предков. И так и умер без веры.
Удивительно. Аллах не открыл ему сердце. И Аллах Тааля дал пророку Мухаммаду, алейхиссалям, сказал: Мухаммад, ты не сможешь открыть сердца людям, если я не открою. Сколько бы ты ни пытался. Вот. И, конечно же, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как призывал людей к исламу: мягкостью, мудростью, терпением. Поэтому одной из великих, прекрасных черт у верующего человека – это нравственность. Это прекрасные деяния. И многие люди через эту нравственность принимали ислам. Были много случаев. Однажды один из ученых, мы знаем, что мусульманам торговля же разрешена, тиджар, это торговля там товарами, там, как называется, спекуляция, это не харам. Торговля разрешается. И однажды этот хозяин был этих товаров, и он ставил своих продавцов там, чтобы продавали на этот товар. И когда хозяин уехал по торговым делам, путешествии, оставил своему подчиненному задание. Сказал: вот этот товар бракованный, если будешь продавать, скажи, что этот товар бракованный. Покупателю, говорит, объясни, что там без брака, не скрывай. И он сказал: хорошо. И когда он вернулся из путешествия уже, спросил у него: ты продал товар? Он сказал: да, продал. А ты сказал, что там бракованный? Ой, говорит, забыл, не сказал. И он что сделал? Взял, сел на коне, там всадник верхом, и догнал этих покупателей. Они уже опять уехали в сафар, путешествие. Догнал их и сказал: остановитесь, говорит, у меня это самый, мой подчиненный продал вам товар, он был бракованный, скрыл, забыл сказать, что там брак. И тот был удивлен и сказал: какие вы, субханаллах, какие мусульмане вы, удивился он. А я, говорит, ему оставил фальшивые монеты. И он был поражен этим и принял ислам. Субханаллах, говорит, какой прекрасный религия это ваша, ислам. И принял, сказал: ашхаду ан ла иляха илляллаху ва ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Это принятие ислама этим языком. Вот это икрар надо делать. Так. Не просто говорить: я верующий, или я верю в Аллаха, а надо говорить условия быть мусульманином, сказать: ашхаду ан ла иляха илляллаху ва ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Вот это есть. Много примеров. Вот именно вот этой нравственностью, порядочностью люди принимали, много людей принимали ислам. И тоже один случай, это случай с Ауля было. Ауля — это святой человек, благочестивый. У него были сыновья. И жили, сосед был язычник, не мусульманин. И у него там прорвалась канализация, труба там, видимо, сгнила, это в те времена. И у него начали запах. И уже пятна появились на стене. И он, видимо, сыновья слушались отца своего. Он предупреждал: ни в коем случае, говорит, не говорите соседу. Не надо, говорит, ему беспокоить его. Я терплю. Запрещал. И сколько там прошло лет, может, год или годы прошли, и он терпел, запах терпели, они идет оттуда запах. Ничего, не беспокойте его. И заболел он. Соседа позвал к себе, этого соседа, язычника, сказал: сосед мой дорогой, у вас проблема, там у вас эта труба, авария, я говорит, уже умираю, я говорит, чувствую, у меня смерть приближается ко мне. У меня, говорит, есть дети, сыновья, они, говорит, немножко не такие, они, говорит, будут вам причинять вред, почините, говорит, его. Я, говорит, беспокоюсь за вас, говорит, что они будут вам причинять вот, как угнетение или какой-нибудь вред. Потому что они, говорят, я, говорит, уверен, что они так сделают вам. Я, говорит, беспокоюсь за вас. И был он удивлен. Субханаллах, говорит, он говорит, это, я говорю, субханаллах.
Он говорит, сколько лет вы терпели это, я даже не знал, что у меня там труба сгнившая, я даже не знал об этом, а вы терпели. И вы, говорит, предупреждаете меня, не беспокойтесь, говорит, за меня вы. И был удивлен, сказал, Субханаллах, и сказал после этого, какие вы прекрасные, это религия истинная. И сказал то же самое, «Ашхаду алла иляха илляллаху, ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах». И во время пророка тоже много иудеев. Иудеи – это еврейский народ. Евреи, знаете, что они были мусульманами в свое время. Это последователи Моисея, последователи Иисуса. Они были мусульманами, но были еврейский народ, национальность это. Они много, очень много от фараона, фараон их угнетал. Потому что много было пророков из Бани Исраиль. Сыны Израилевых – это потомки, дети пророка Якуба, алейхиссалям. Якуб, алейхиссалям, сын Исхака, а Исхак – сын Ибрахима, алейхиссалям. Вот это от Исхака пошли Бани Исраиль, еврейский народ. А от Исмаиля пошли арабский народ. И вот еще один вопрос мне Руслан задал, почему называют Мекку запретной, Маджид аль-Харам, запретная мечеть. Но там, значит, если окажетесь там во время ихрама, когда уже одеваете, вы уже паломники, запрещено выполнять какие-то там, делать какие-то поступки определенные. Там нельзя харам, охотиться на животных. Там территории есть, которые Ибрахим, алейхиссалям, отметил еще. Пророк Ибрахим, алейхиссалям, отметил эту границу, где нельзя не рвать растения, не рвать траву, цветы, не охотиться нельзя на животных. Нельзя сквернословить там во время хаджа. Это вот, может хадж, если два мусульманина вдруг поссорились, там, начали ругаться друг друга, оскорблять и так далее. Вот. Может хадж испортиться. И также во время тавафа, когда обходим вокруг Каабы 7 раз, надо это совершать по состоянию омовения, тахарата. Это как намаз. В отличие только в намазе нельзя разговаривать, кроме как чтения Корана. Определенные условия намаза выполнять. Если я сказал, например, какое-то слово, например, жене, подойди сюда, намаз портится, надо заново читать намаз. А во время тавафа можно разговаривать, но если тахарат испортился, таваф прекращается, надо обратно обновить свой тахарат, обратно продолжать. Вот это. И также, когда будет, это антихрист его называют, даджаль придет, когда он уже до сих пор живет, он уже жил, уже знаете, когда во время пророка Мухаммада, алейхиссалям, он уже был живой. Он был из Бани Исраиль, из иудейского, из ихнего народа. Одного глаза у него, один глаз у него так висит, одноглазый. Когда однажды мореплаватели, сахабы попали штормом на своем корабле и заблудились, и попали в этот необитаемый остров. И когда вышли они оттуда, вот, они увидели там необычные животные. Некоторые ученые сказали, что это даббатул ард, который придет перед концом света. То есть такое как бы животное такое, нет, ну, необычное животное, оно весь в волосах, понятно. Вот. Даббатул ард. И вот потом они увидели этого человека, называют его Даджаль, антихрист. И тогда они с ним познакомились, сахабы, стали разговаривать, и он спросил, пришел ли пророк Мухаммад, явился он уже? Сахабы сказали, да, посланник Божий явился. И когда они потом вернулись к пророку Мухаммаду, алейхиссалям, рассказали об этом, то пророк, алейхиссалям, сказал, воистину это антихрист, Даджаля вы видели, это Даджаль. А если пророк сказал, это истина. Пророк не ошибался.
Поэтому до сих пор он живет. И он появится перед концом света, и Аллах ему даст такую возможность, что он обойдет всю землю, будет распространять заблуждение среди людей. И Аллах даст ему истидрадж. Это не чудеса, а истидрадж, который такое явление, что это как испытание для них. Сами неверующие, но дает им, как шайтану, например. Шайтан же может необычный, может он на дно, на глубину морей нырнуть, и ничего с ним не случится. Путешествия очень быстро двигаются шайтаны. Их не такой возможность Аллах дал им. Вот этот Даджаль, ему тоже Аллах даст такую возможность, но это только как испытание. Где он будет, там будет урожай. Там будет обилие урожая, там будут дожди. А где мусульмане живут, там будет голод. Это как испытание. И пророк Мухаммад, алейхиссалям, переживает за свою общину. Как это великое испытание. Но некоторые люди не выдержат это, пойдут за Даджалем. Вот. И у него будет армия. Вот. Армия, и когда, и потом Айса, алейхиссалям, пророк Иисус спустится со второго неба, его спустят, он, оперевшись на крылья ангелов, спустится на Дамаск, это, где это столица Сирии, у белой мечети, у белого минарета. А это уже мечеть сейчас существует. И Даджаль вместе с армией своей пойдет против них. И когда он увидит пророка Иисуса, он убежит от него. Пророк Иисус догонит его и убьет. Поэтому называют его Антихрист. Пророк Иисус убьет его. Вот такое будет еще явление. Вот это вот. И только он не войдет, не сможет войти в Масджид аль-Акса, это в Иерусалиме, не сможет, ангелы не будут пускать его туда, Даджали, и не пустят его в Масджид аль-Харам, Мекку, и в Медину Мунаввара, где пророк захоронен. Туда он не сможет войти. А так он всю землю обойдет, во всех городах будет, во всех селах, и будет заблуждать людей. Вот это такое будет еще, такое еще придет, и пророк, алейхиссалям, он очень переживает за свою общину, за это. Вот ответил на этот ваш вопрос. Если есть вопросы, пожалуйста, дослушаю вас. Самое основное не намаз. Говорят, тебе говорит, намаз учись читать, и все, хватит тебе это. Но человек, если он вообще религию не знает, но хочет познать, но мы все не идеальны, никто из нас не идеален. Я в том числе то же самое. Но человек нуждается, получает информацию, знания, правильное знание об Аллахе. Самое главное, это правильное знание Аллаха, его атрибутов, что Аллах отличается от созданных. То есть абсолютно. Не частично, а абсолютно отличается от всех творений. То есть все, что человек может вообразить перед собой, Бог на это не похож. Поэтому обычно люди как? Есть категория людей, которые говорят, например, говорят, я говорит, как я говорит, могу верить в Бога, где я не вижу Его. Есть такие люди. Некоторые говорят, вот я когда в мечети служил, мы говорим, Бог не нуждается ни в ком, ни в чем. Бог создал арш, небеса, они стоят без опор, они твердыни, не просто как космос говорят, они твердые, они из материи, очень твердыни, и они стоят без опор. То могущество Аллаха, они не падают на нас. Арш стоит так, как Аллах сохраняет его так, как хочет. Огромное тело, но их не было, не существовало их. Не было ничего абсолютно, кроме Аллаха. И все, что существует, кроме Аллаха, Аллах от них отличается, чем что Аллах существует без начала. И у всех Его творений есть начало, у времени есть начало, у материи есть начало, небеса, земли, рай, мы с вами, все мы созданы Аллахом. Поэтому Аллах был, не было кроме ничего, ни места, ни пространства. Аллах существовал, не нуждаясь. И Аллах сейчас существует, не присуще Ему изменения, как присуще созданным. Аллах не меняется, сам меняет свои творения. И поэтому, когда мы это объясняем,
Ну, есть люди, которые, если в сердце есть проблема у человека, сердце проблема, то человек говорит, мы говорим, Аллах существует без места. Нельзя ему приписывать конкретно, где-то там находится якобы, как образ. Они говорят, а вы, говорят, вы не верите в Бога, вы, говорят, отрицаете его местонахождение, то у него сердце уже болезнь, склон к язычеству. Значит, он говорит так, что я не могу верить, я должен представить Бога в каком-то месте, что он там находится, сидит. То нет никакой разницы между ним и между язычником, который нарисовал, или идол, или картину. Он говорит, я же говорит, не вижу Бога, я говорит, лучше нарисую какую-то картинку и буду ему молиться. Но разве это вера? Он же не верит в Бога, а он обожествил эту картину, но не Бога. Вот это вот. А эти говорят, как их учат? Я, говорит, стою на намаз, я, говорит, представляю, что Бог там сидит на троне, как человекоподобное существо. Но не как, говорит, ну, сидит, говорит, но не так, как человек. Но он все равно представил Бога в виде сидящего, как вообразил его сидящего, материальный или неосязаемый или неосязаемый. Он представил его в виде образа, который находится в определенном направлении относительно верха или низа. Тогда получается, по их убеждению, что над троном они говорят, тогда получается, по их убеждению, или больше, чем трон, или меньше, чем трон, или как трон. То, как приписывать Богу размер уже, то это является неверием. Абу Ханифа говорит, как это нельзя такой вопрос задавать о Боге. А если ничего не было, а где же был Бог? Не было ни места, ничего, ни пространства, где же был Бог? То это доказательство, что разум человека это подтверждает, Бог нам дал разум, а просто надо его привести в движение, разум свой, работать. Размышлять о Боге, не о его творениях, прошу прощения, имея правильно потом религиозное знание, что Бог создал эту вселенную. Это доказательство, что Бог существует. Нет в этом сомнений, что эта вселенная не могла сама собой появиться случайно. Даже вот знамение, если вы, вот птичье гнездо, вот маленькая птичка гнездо себе вьет для птенчиков. Вот вы обратите, в лес пойдете, когда гнездо. Сначала там грубые, там такие, трава грубая такая, поросль, плетет. Внутри чуть мягче трава уже. А еще внутри, еще мягче. Потом уже это, пушинки. Это маленькая птичка, у него такая головка, такая маленькая, и вот так вот делает, субханаллах. Знамение Аллаха это. Аллах им такое дал, как называется, внушение. Это вот об этом надо размышлять. Не просто так это все так случайно. И посмотрите на небеса, на звезды, там нету беспорядка. Каждый, сколько мы живем, всегда большая медведица там, малая медведица здесь. Все созвездия расположены абсолютной точностью друг от друга. Они не меняются. И они двигаются по определенной траектории звезды. Аллах дал им движение. И Луна движется по своей траектории. И Солнце движется по своей траектории. И в одном месте у Арша Солнце делает поклон Аллаху, поклонение, сажда. И потом обратно. И когда и наступит время, когда Солнце взойдет не с востока, а с запада, в обратную сторону. Это уже будет большой признак конца света. Двери покаяния будут уже закрыты. Кто был неверующим, тот останется неверующим, не сможет принять религию, закрыто. Кто был грешником, не будет приниматься его покаяние. А пока, альхамдулиллах, есть у нас шанс, дорогие. Аллах дал нам время, нашу жизнь, она временна, она закончится. Поэтому используем это время для того, чтобы войти в вечный рай. А райская красота, мы глазами не видели это никогда. Там не думайте, что там железобетонные там здания, там из кирпича, из силикатного там, или из глины. Там дворцы огромные, не из золота и серебра, из драгоценных камней. Красота рая никто не... И они огромные.
И рай, он огромен. И сказано, пророк, алейхиссалям, сказал, что последний обитатель рая будет, который войдет в рай. Кто он такой? Значит, самый грешник был он. И сказано, он был из общины Иисуса, из еврейского народа. И был грешником, но был верующим, верил. И он уже вышел из ада, потому что верующие не будут вечно гореть в аду, они будут временно. Некоторые Аллах накажет некоторых. Некоторых Аллах простит. За некоторых пророк Мухаммад, алейхиссалям, заступится за больших грешников. И они выйдут из ада. Некоторые даже не войдут в ад, сразу войдут в рай. Некоторые. И вот, и последний обитатель рая, когда ангел скажет ему: «О, раб Божий, Аллах даровал тебе рай». Он удивится: «За что, говорит, мне рай? Я, говорит, столько в жизни грехов совершал». Тогда ангелы скажут: «Вспомни, у тебя одно великое деяние было». Потом он не мог вспомнить, ангелы сказали: «Это твои слова были: ля иляха илляллах, нет создателя, кроме Аллаха. И вот тебе, говорит, за это Аллах дал рай». И ввели его в рай. Его территория, знаете какая? Последнего обитателя рая, последний он был, самый грешник. Знаете его территорию, его будет собственность, территория. Как наша земля, со всеми богатствами. Сколько здесь богатства на земле? 10 раз больше. У него только одна его территория будет, 10 раз больше, чем земля. А что говорит о богобоязненных? А рай, он огромен. И верующий человек, это милость Аллаха, он пройдет все места рая, когда он будет бесконечно находиться там, все увидит все красоты рая. И в раю будет у каждого свой супруг. Там будут праведных, святых людей, благочестивых, будут скучают по ним райские гурии. Они скучают по ним. Знаете, что Аллах знает, кто войдет в рай, и кто уйдет богобоязненно, благочестивым. И эти гурии райские скучают по ним сейчас. Необычайной красоты. Но они не дети Адама, райские гурии. Аллах создал их особыми для обитателей рая, как великий дар от Аллаха Субхану ва Тааля. Вот что Аллах даровал нам. Но в Коране сказано, дорогие, мало кто благодарен Аллаху. А как благодарность мы проявляем? Соблюдать Его повеление. А как соблюдать Его повеление правильно? Вот мне задали вопрос. Первое, что надо знать, основа веры, знание атрибутов Аллаха. Вот. Аллах всевидящий, всеслышащий, но слышит без органов, слышит без глаз. Аллах живой не так, как наша его жизнь. Его жизнь без тела, без духа. Поэтому нельзя использовать воображение свое, когда речь идет о Боге. То есть человек, если кого-то вообразил, это его желание. Желаемое принял за действительное. Вот. Это не является верой. А вера познается разумом, дорогие. Разум. И если человек говорит: «О Господь мой, Создатель меня и всей вселенной, Ты мне дал разум, но мой разум непостижим познать Твою сущность». И он с этим смирился, раб Божий, говорит: «Я Аллах, Твоя сущность непостижима никому». Ни один пророк не знает сущность Бога, ни один ангел, ни один человек. Если человек говорит: «О Господь мой, Твоя сущность непознаваема нами». Никто не знает сущность Твою, непостижима нашему разуму. То есть абсолютно бесподобная сущность. Имя Аллах означает Его абсолютно бесподобная сущность. И если человек это понял, смирился с этим, убежден, что Аллах отличается от всего происходящего, не существует без образа, без места, без направления. Нет ничего подобного Ему, и Он всеслышащий, всевидящий. Имам Шафии что сказал? Этот человек верующий. Он верующий он, верит в Бога. Если он у него такое правильное убеждение.
А это убеждение всех пророков. От Адама до пророка Мухаммада, алейхиссалям, все, и Моисей, и Иисус, и Ибрагим, и Ной, и Исхак, и Исмаил, и Юсуф, все пророки до единого именно это говорили людям. Вот это основа. Не просто говорят, говорит, тебе это не надо, говорит, зачем тебе это, не заморачивайся, там это очень сложная наука, зачем тебе, давай намаз считай, хватит тебе. Но он не знает веру. Если он не знает веру, он думает, что Бог где-то находится все-таки. У обычного простого человека может быть такое убеждение. Значит, наверное, говорит, Бог где-то все-таки находится на самом там, где-то там, в другом измерении, там, ну, у него там дворец какой-то там, и он молится, но это намаз его не принимается. Поэтому важно знать основу веры, это вероубеждение, называется илм тавхид. Это все, во всех мадрасах, наши вот предки, первые, самое главное, учили этой науке. Эта книга называется Мухтасар, или Сират аль-Мустаким, или у Абу Ханифы была книга Фикх аль-Акбар. Основная книга, это маленькая брошюрка, но там все есть. Это основа всего, это фундамент. Если человек это познал и укрепилось у него сердце, то Аллах дарует ему, если он будет продолжать соблюдать повеление Аллаха и ограждать себя от грехов, получая эти необходимые знания. Как он знает, есть грехи сердца, грехи рук, грехи ног, грехи половых органов, грехи глаз, грехи ушей, грехи языка, грехи живота еще есть. Это грехи желудка. Какой грех? Это кушать харам. Свинину кушать, или харамное мясо кушать, или водку пить. Это грехи живота. То первое, что будет разлагаться в могиле, это у человека живот, желудок. Первое тело, часть тела, где будет разлагаться у человека, это желудок. Поэтому, дорогие, Аллах даровал нам жизнь на этой земле. Альхамдулиллах, хвала всемогущему Аллаху. Дал человеку красоту. Вот каждый человек он уникален, будь то мужчина или женщина. Поэтому, если человек он получает минимальное религиозное знание, соблюдает, и семье своей делает это, передает эти знания, значит, он спасает и себя, и своих ближних от ада. И тогда ангелы на небесах называть будут его человеком, это великий человек, ангелы называют его великим на небесах. Почему? Потому что он спасает людей от ада, от вечного ада. Один ученый сказал, ученого, что ученик много лет, 30 лет обучался у своего учителя, ученик, и он только познал 8 вопросов. 30 лет учился, 8 вопросов. И учитель удивился и спросил, какие вопросы. Но я про одного только знаю, могу сказать. Он говорил, я наблюдаю за людьми, и я понял, что люди привязаны к чему? Сердца их привязаны любовью, то, что есть в этой жизни. Это любовь к семье, любовь к матери, к отцу, жене, детям. Потом еще любовь к роскоши. У нас есть хорошее одеяние, там, драгоценности, квартира, машины и так далее. Сердце человека с этим привязано. Он говорит, наблюдая за ним. Но они потом, то, что они любят, они все равно расстанутся с ними. И я, говорит, понял это, значит, дошло до его сердца. И я, говорит, полюбил, я, говорит, это то, что люди любят, я, говорит, это оставил, но стал любить ахирет, где, говорит, я буду вечно пребывать, там рай. Я, говорит, полюбил рай и хочу, говорит, туда попасть. А в раю мы столько там, Субханаллах, Аллах создал, столько нам нигматы. Одно райское дерево, которое растет в раю, они уже все созданы. Лучше, чем все, что на этой земле находится. Бриллианты, золото, драгоценность, огромное состояние. Это одно дерево райское лучше, чем это все, что на этой земле, не стоит даже одного райского дерева. Вот. И в заключение хочу сказать, знаете, что у Аллаха это дунья, эта жизнь не имеет никакой ценности абсолютно у Аллаха. А дал нам эту жизнь Аллах Та'аля,
для того, чтобы мы соблюдали его повеление. Это не означает, что мы должны оставить свою семью, бросить все, уйти в монахи, там где-то в горах жить. Нет, надо правильно понять. Надо ради Аллаха семью содержать, заботиться о своей семье, зарабатывать халяльные деньги, обеспечивать. И, конечно, в первую очередь научить свою жену, своих детей, чтобы они были верующими и соблюдающими. Вот это забота. Вот это тоже для ахират. И, конечно, для ахирата это одно из благих деяний для ахирата, когда праведно живет, семью содержит он, праведный, вот, относится хорошо к своей жене, заботится. Это тоже ради Аллаха делается. Ну и, конечно, то, что Аллах повелел нам: намаз читать, пост соблюдать, вот, закат платить, кто обязан, хадж совершать. Вот. Все это повеление Аллаха Субхану ва Тааля, и ограждать себя от греха, то есть сохранять себя. Самое тяжелое, еще тяжелее, когда человек сохраняет себя от греха. Есть еще грехи глаз, особенно в большом городе. Когда вот, особенно вот мы сейчас пост соблюдаем, вот, если целый день столько женщин сейчас, и красивые женщины, в метро, на улице, и вот иногда взгляд. Один раз посмотрел, отвернулся. Второй раз посмотрел, это уже от шайтана, уже попал в грех. Поэтому если человек ради Аллаха сохраняет свои глаза от греха, свой орган, то ему будет саваб, как будто 1000 намазов читает. То есть это как борьба со своим нафисом. Великая война, самая великая война – это исправить себя, свою сущность, усовершенствовать свою нравственность, культуру, бороться с самим собой. Это самая тяжелая война. Это великая война считается. Вот, дорогие, вот это путь. Я не говорю вам, что надо вот стать учеными, надо наизусть читать Коран. Не каждому это дано. Но существует минимальное религиозное знание, размышляя о творениях Аллаха и знать сифаты, атрибуты Аллаха. То есть Аллах отличается от всего созданного. Аллах не меняется. Аллах всевидящий. Нельзя думать, что Аллах был слепой, потом стал видеть. Аллах был вечно, как его сущность, не имеет ни начала, ни конца. И также все атрибуты Аллаха, они не имеют ни начала, ни конца и не меняются. Нельзя думать, что Аллах видел, потом ослеп, плохо стал видеть. Нельзя думать, что Аллах слышал, потом стал глухим, начал хуже слышать. Это изменение. Нельзя думать, что Аллах перемещается из одного места на другое. Это тоже нельзя. И все, что человек может представить перед собой, Аллах на это не похож. Поэтому есть в Коране и иносказательные аяты. Нельзя их понимать дословно, как вот эти переводчики переводят. Говорят, у Бога якобы рука есть, как орган. Потом говорят, у Бога есть глаза, уши и ноги есть. Там, потому что в Коране есть аят, где сак написано, это голень. Если на русский язык перевести, арабский язык сак, это голень. И они говорят, что у Бога есть голение, ноги есть. Это против религии. Вот это, что это означает, что сак? Аллах дал знать, это означает сак, это Аллах покажет тяжесть судного дня, как будто там тяжко. Солнце будет над нами 18 километров, 1 миля. Солнце приблизится. И будут неверующие люди тонуть в собственном поту. То есть земля принимает их пот, потеет. Потом земля уже наполнится, и они будут вот так ходить вот по этой собственном поту. И не будут касаться люди друг друга, у каждого будет свой пот. Так вот Аллах создаст такую границу, никуда его пот не разольется, а будет с ними находиться вместе, как в оболочку он будет ходить, в собственном поту. Вот такие будут, и вот это имеется, вот это слово «сак» означает. Для того, чтобы это все эти знать иносказательные аяты, надо учиться.
изучать религию, потому что книга Коран это не человек сочинил, не писатель написал какой-то поэт арабский, а это откровение Бога. Его надо правильно понимать. Поэтому наши бабаи, татарские просветители, они великие были, великие ученые. Вот. Поэтому мы называем свой народ, это не нацизм, нацизм это страшное явление, а мы, татары, великий народ, потому что у нас наследие, это наши предки настолько глубоко были талантливыми, умственно развитыми, понимали глубоко тонкости религии. Вот. Это именно вот, даже живя в сибирских лесах за Уралом, в глухих татарских аулах жили, а знали и персидский язык, арабский язык. Вот такой баракат был. И, кстати, хочу сказать, их могилы тоже. Если в Татарстане будете путешествовать, в Татарстане, Башкортостане есть удивительные могилы, надмогильный памятник у них есть. И в одной могиле написано по-арабски: здесь лежит, покоится великий аулия, великий святой. И сказано, этот раб Аллаха, который много поминал Аллаха, много молился, день и ночь. Этот раб Аллаха, у него круглые сутки были столы накрыты. Ходили к нему слепые, хромые, бедные, нищие, и кушали они. Он угощал, кормил их. И написано, был он милосердным к творениям Аллаха. К людям, к животным, к кошкам, котятам, собачкам, животным был милосердным, сострадательным к ним. Вот такое это, а кто это написал? Наверняка это писали его ученики, муриды. Вот такие аулия лежат в татарских кладбищах. Если арабский знающий кто-нибудь придет сейчас, он будет удивлен, субханаллах, скажет, какие великие люди у вас были в Татарстане, среди татар. Но не только среди татар, и среди узбеков были они, и среди других народов. Но именно вот, поэтому не зря говорят, в народе говорят, если говорят, в Узбекистане что говорят? Там у них же тоже молла есть свой. Вот человек заболел, у него там джин селился, человек с ума стал сходить, там, человек селяется нечистой силой. Джин называют, шайтан. Они говорят, иди, узбекский мулла говорит, иди, говорит, узбекский мулла говорит, ничего не сможет сделать, иди, говорит, татарскому мулла, говорит, он тебе поможет. Это какой-то секрет был. Так говорили, иди, говорит, татарский мулла, говорит, он сможет, говорит, тебе читать, а мы, говорит, не в силах это делать. То есть Аллах некоторым рабам дает такой нигмят, что у них молитва принимается, дуа принимается у них. Даже он, может быть, и не мулла, даже простой, например, сельский работник, пастух, но он соблюдающий повеление Аллаха, богобоязненный, бедный, но у него дуа принимается. Бывает, есть такие люди. Кому Аллах хочет, тому и дарует это. Вот прочитал дуа, у него принимается сразу. Даже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, были у него сахабы, у которых Аллах принимал дуа. И говорил, идите к нему, Аллах примет его дуа. Был такой, что он так и не увидел пророка. Он очень хотел увидеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, но у него была больная мать, лежачая. Из-за того, что он ухаживал за своей матерью, очень хотел увидеть пророка, так и не смог увидеть, даже не мог матерь свою оставить. И пророк, алейхиссалям, узнал о нем и сказал, идите к нему, Аллах принимает его дуа. Он сахабам просил, чтобы они пошли к нему, чтобы Аллах принял у него дуа. У него дуа принималась. А в сердцем он верил в пророка, очень хотел увидеть, скучал по пророку, но не мог уйти. Мать была лежачей, надо было ухаживать за своей матерью. Вот такие были, дорогие.